Кыргызстан с визитом прибыли члены исполнительных советов ПРООН, ЮНФПА, ЮНОПС, ЮНИСЕФ, ООН «Женщины» и Всемирной продовольственной программы. Деятельность этих агентств по стране поддерживает реализацию стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики. И мы вместе с миссией едем, чтобы посмотреть, как же реализуются эти проекты на местах. Я думаю, это будет интересно. В эфире программа «Стратегия 2017». Я ее ведущий Карманбек Кулуев. Мы сейчас идем смотреть вот очень конкретный проект в Уч-Кургоне, Каданджайского района. Это, кстати говоря, один из первых районов, который стал работать с нами, с программой, с различными агентствами ООН на основе софинансирования. Вот это очень важно. Исполнительное агентство ООН посещает ряд проектов на местах, и одна из них данная школа. Мы находимся в городе Каданджай, и здесь в рамках проекта Всемирной продовольственной программы WFP была оборудована вот эта школа, точнее ее кухня, в принципе. Здесь поставлены печки, в которых делают такую замечательную кашу. Как вы видите, я в специальной одежде для того, чтобы сохранять всю вот эту чистоту. Каша, давайте попробуем. И есть еще печка. Опа, Рахмат. В принципе, все просто. Очень вкусная еда, главное, горячая. И это именно то, что может быть на столах у всех наших детей в школах. То, что для этого нужно, достаточно просто. Это плита, и печка. Позволяет производить основное количество всех еды для школьников, получается. И это, конечно, совместное детище и Всемирной продовольственной программы, и местного муниципалитета, и, конечно, родителей самой школы. Кстати, вот сейчас мы можем посмотреть, как дети кушают. Это действительно время обеда, когда они действительно должны кушать. И, конечно, на разнообразие той еды, которая может предоставляться в рамках этого проекта. Я хочу особо отметить, что именно вот этот проект дал реальный эффект. Сейчас уже многие школы, во-первых, укрепили материально-техническую базу. Уже на свои деньги. На свои деньги. За счет часть финансируется проекта, а в основном за счет своих резервов. А до этого времени были резервы, но они не могли как его использовать. То есть с помощью данного проекта многие школы, руководство школ, руководители аильных округов, увидев результат, они уже постепенно начали копировать и на другие школы перейти. На сегодняшний день в нашем районе 83 школы. Всего 83 школы. Из них 80 школ дает горячее питание. Главное впечатление у нас такое, что здесь очень серьезно относятся к работе с Организацией Объединенных Наций, как и с другими международными организациями. Но все подчеркнули то, что есть результаты работы по целому ряду направлений. Первое — это то, что касается улучшения ситуации с питанием в школах. Но все отметили другой еще момент. Это не только улучшилось питание в школах, это в Каданджайском районе, но и то, что это стимулировало лучшее посещение школы, стимулировало местное производство продуктов, улучшило вообще использование ресурсов, которые бюджет выделяет для этого, и теперь у детей гораздо больший рацион и более полезных продуктов, которые необходимы для развития ребенка. Второй проект был посвящен вопросам планирования семьи. Центр планирования семьи мы посетили, АКУ место называется. И там очень важный момент был связан с тем, что очень важно донести до населения, особенно женщин, те возможности, которые у них есть для того, чтобы избежать, скажем, незапланированной беременности или планировать как-то свою семью, рост этой семьи, как это сделать без ущерба для здоровья. И там мы посетили обучение для медицинских сотрудников, которые должны помочь населению в этой области. Основной работой ЮНФПА в данной области является планирование семьи. Планирование семьи состоит из двух очень простых элементов. Первое — это контрацептивы, то есть сделать так, чтобы определенные вещи, которые нужны для физически планировать, будет ребенок, не будет ребенок, они должны быть доступными. А второй момент — это, конечно,
повышение образования, осведомленности среди простых граждан. Проблема заключается в том, что в кыргызском сообществе не принято обсуждать определенные вопросы, и поэтому фонд пытается какими-нибудь способами все-таки донести некоторые вопросы, которые влияют в первую очередь на здоровье матери, а значит на здоровье ребенка и всей семьи. Здоровье всей семьи – это основа здоровья нации. Ну и вот сейчас мы все в ожидании поездки Самаркандык, значит, посмотреть новый проект, который программа развития ООН исполняет вместе с некоторыми другими ООНовскими организациями, в том числе ФАО, Всемирная продовольственная программа, ЮНИСЕФ и женщинами ООН, значит, связанным с сотрудничеством с Таджикистаном, приграничным сотрудничеством. Но у меня какое впечатление, еще раз, что здесь очень ценят эту работу, видят, что она как-то укрепляет и улучшает ситуацию в области. И нам приятно, конечно, это слышать, но в то же время мы, конечно, очень заинтересованы получить какие-то рекомендации для работы в будущем, потому что мы сейчас приступаем в ООН, в Кыргызстане, к разработке новых рамок сотрудничества ООН на ближайшие 5 лет, страновых программ, и будем увязывать это с национальной стратегией устойчивого развития и программой 2030, которая тоже сейчас разрабатывается. Скажите, пожалуйста, какие основные результаты сотрудничества с международными организациями, в том числе и агентствами ООН? Работает специальный проект, программа развития Баткенской области. В рамках этой программы действует, в настоящее время реализовывается очень много подпроектов. Они по направлениям, значит, касаются социальных вопросов, значит, сельского хозяйства, вопросов торговли, установления торговли, вопросов, значит, трансграничного сотрудничества, потому что все знают, что мы граничим с 6 районами Республики Таджикистан, с 3 районами Республики Узбекистан. Взаимодействие, взаимопонимание, налаживание связей. Это очень важно для нас, потому что, как говорится, без соседей тоже нельзя жить. В этом плане, значит, система ООН, ими проделана очень огромная работа. Совместными усилиями ПРООН, ЮНИСЕФ была проведена работа с органами местного самоуправления, сообществами, целью которой является укрепление потенциала сообществ, живущих в приграничных районах, а также местное население имеет улучшение доступа к воде, ирригации, а также к трансграничной торговле. К сожалению, не во всех детских садах Кыргызской Республики есть возможность обучаться некоторым из наших детей. Ну, давайте поговорим с некоторыми. Атың ким? Менің атым Темірлан, міне 12-ге толды. Мен ұшы мектептен башталғанша мен үйде отырап. Мектеп ашылғаннан кейін бияқ келіп қалдың садикке, айтсаң, бұл жақта күні не қыласыңар? Біз күндігіде ойнайбыз, биле, жырғайбыз. Мисалы, эмне ойнойсуңар? Топ, дағы шахмат, мемелерді ойнайбыз да. Келечекте пландарың қандай? Менің пландарым жыгач ұстауым келет қолышта. Жыгач ұста болып нелер жасайсың? Бешіктерді, шкаптарды, әлгі емелектерді. Хорошо. Сенің атың кем? Аштырып кетсең өзіңді? Қанайым. Қанайым. Сен қаншадасың? Пландарың қандай? Мен 12-ге толғам. Келечекке пландарың қандай сенің? Мен келечекте врач болғым келет. Врач болып, қандай врач болғың келет? Қандай дарттарды? Стоматолог болосың бу мүмкін, же хирург болайын отасың бу, же педиатр болосың бу? Хирург. Хирург болайын ниетиң бар. Айтсаңар, мына бул жакта мисалы силер канча баласыңар? 15. 15 баласыңар, 15 бала. Бирөөңөр жакшы тааныйсыңар, билесиңер.
Для детей с ограниченными возможностями требуются, наверное, определенные дополнительные возможности, которых нет практически во многих садиках. Это и некоторые, скажем так, возможности для физической работы, потому что, как вы понимаете, укреплять физическое здоровье – это очень важный элемент в таких случаях. Ну и кроме этого, есть некоторые очень простые моменты, как, допустим, тот же самый пандус. Большим препятствием для того, чтобы получить хорошее образование, могут быть даже вот такие лестницы, потому что пандусов, к сожалению, в нашей стране катастрофически не хватает. А это обозначает, что очень многие наши граждане лишены банальной возможности прийти в садик, в школу, в садик, в государственное учреждение, ну, в общем-то, куда угодно. Поэтому нужно строить пандусы. Еще одна проблема с детьми дошкольного возраста заключается в том, что в большинстве сел, к сожалению, нет садиков, и к школе родители не готовят своих детей. Приводит это к тому, что дети приходят в школу неподготовленными. Для того, чтобы решить именно такие проблемы, создаются общинные садики. И вся суть общинных садика заключается в том, что здесь они не проводят целый день, чтобы родители могли работать. Сюда они приходят на 3-4 часа для того, чтобы подготовиться к школе. То есть к социализации. Они учатся играть, общаться друг с другом. С одной стороны, возможно, кажется достаточно банальным, но ребенку все-таки с детства нужно учить, что такое разные цвета, что такое красный, желтый, как ими рисовать, как держать ручку, в конце концов. Все это те вещи, которые при Советском Союзе дети знали уже, когда приходили в школу. Всему этому учили в садиках. С тех пор, как Советский Союз развалился и во многих наших селах исчезли садики, появились дети, которые приходили в школу с незнанием этих базовых, скажем так, знаний и навыков. Общинные садики решают этот вопрос. Но, как мы сказали, общинные садики – это не камера хранения, куда родители отдают своих детей, утром работают и вечером их забирают. Нет, это места, куда родители приводят своих детей на 3-4 часа для того, чтобы ребенок научился общаться с другими детьми и познал определенные базовые навыки, допустим, считать, узнавать какие-то буквы, цвета, и как общаться со своими одноклассниками. Вот, в принципе, что. Но все это очень важно. И этому тоже нужно уделять отдельное внимание. Мына сиз мисалы канча баланы ушу балдар бакчасы жок деле чоңойттуңуз эле. Эми балдар бакчасы менен чоңойтасыз. Айырмасы кандай экен? Айырмасы чоң болот экен. 5 баламды детсад бала бакчасы эле чоңойтконбуз. Азыр неберелерим кирип атат. Энди сүрөт тартышты үйрөнөт экен. Анан бетте жомок айтып берет экен, мультфильмдерди көрсөтөт экен, көргөзөр өсөт экен, мектепке даяр болуп калат экен да. Ошондо неберелериңиз, балдарыңыз кичинекей кезге караганда акылдуураак окшойт, а? Энди акылдуу болот да, энди мына детсадтан үйрөнөт да, энди мугалимдер үйрөтүп атат. Айырма энди биз үйдө үйрөткөнгө кол бошобой калат, бул беттегидей болбойт да. Ощутимая доля времени в таких полевых визитах, она уходит на дорогу, потому что нужно посетить проекты, которые реализуются в разных точках, в разных районах. И это, конечно, очень важно и хорошо, потому что, с одной стороны, мы имеем возможность посмотреть на разрез всей страны, с другой стороны, это показатель того, что проекты развития реализуются во всех разных областях равномерно. То есть, помощь идет одинаково всем. И это очень хороший показатель того, что стратегия устойчивого развития, она одинаково покрывает всю страну. Neverem şu yerde mektepte okup şu nimelerde şu kampanyaya koşulup kalıp özlü teplitsa kıldı, pomidor, köçet kıldı, uruğunu verdi ular, parnik kılıp köçetli ötkazdı bana, kartışkanı hem kılıp atat, cüzüm diyem kılıp atat, kalamçasını bana жақсы көкәріп atat. Ошондо барсаңыз, ошондо сиздин небереңиз мектепте сабакта окуп, сабакта окуп, сабактын бир бөлүгү катары келип огородко арыз эгишет. Шундай. Ошондо ал келечекте багман болгонго, фермер болгонго даярдап атыптыр да мектептен. Кудай кааласа шундай болот да. Өзүңүз не дейсиз? Кызыңыз ошону билген жакшыбы же? Жакшы да, өзүнүн хаятын жакшы алып кетет да, анан өзүгө пишик болот. Нередко мы слышим жалобы о том, что в школах учат тем знаниям, которые, не всегда нам потом нужны. Допустим, валентность химических элементов, или еще какие-то другие вещи. В школах могут учить и чему-то более, скажем так, ежедневно практикоприменительному. Такому, допустим, как сажать картошку, делать компосты. И если вы действительно хорошо научитесь этим вещам, которые реализуются в рамках проекта ООН «Женщины», то вы можете превратить свой дом, наверное, уже в целый сад.
Лошадью ходи, лошадью. Лошадью ходи, говорю, век волю не видать. Лошадью ходи. Иногда, знаете, даже просто поиграть в шахматы, это как бы достаточно просто, но иногда негде, иногда нету места, в принципе. И вот именно для этого открываются такие, ну, небольшие скверики, где можно посидеть, поиграть в шахматы, шашки, возможно, домино. Этот непосредственно скверик, он носит имя Сквер ООН, потому что создан он был при поддержке, как тут написано, мэрии города Ош, Ошского комбината благоустройства, зеленого хозяйства, Всемирной продовольственной программы, ПРООН, УВКБ и ЮНИСЕФ. Это некое такое совместное детище этих агентств. Для чего? Для того, чтобы показать, что совместными усилиями что-то можно построить, но следить за ними – это уже, скажем так, работа граждан. И поэтому город будет в дальнейшем сам присматривать за этим сквериком. Данный скверик имеет определенные элементы, где можно рисовать на земле. Вот. И вот такая информационная доска. Но чем она отличается от других доск, наверное, то, что она содержит такой элемент игры, где вот, допустим, стоит логотип, вы его переворачиваете, и оба-на. Информация о том, что это за организация и чем она занимается. А некоторые из них это просто вопросы. К примеру, является ли Кыргызстан членом ООН? Мы переворачиваем, и оказывается, что Кыргызстан в 1992 году, 2 марта, стал членом ООН. А в 1993 году уже в Кыргызстане открылось первое постоянное представительство миссии. Вот такая информация в более-менее игровой форме подается на этой доске. И здесь мы надеемся, что люди будут чаще приходить, отдыхать, заодно и играться, и чему-то учиться. Добрый день, дорогие друзья, уважаемое руководство области, ветераны, аксакалы, религиозные лидеры. Я сегодня испытываю особое чувство, потому что мне кажется, что тот парк, который мы сегодня открываем, это действительно символ мира, согласия, процветания этого города. И не только этого города, но и Кыргызстана в целом. Но мы, конечно, знаем, что город прошел через очень серьезные испытания. И благодаря людям этого города он стал вот сейчас таким, как мы его видим. Мы каждый раз видим, что в городе становится красивее, лучше. И мы очень надеемся, что этот парк, как символ мира, согласия и процветания, тоже вносит свой вклад, в то, чтобы Ош действительно была вот этим красивым, замечательным городом, каким она и есть. Я хочу особенно подчеркнуть то, что сегодня на этом открытии присутствуют представители, дипломаты, высшее руководство, послы многих стран, как об этом уже было сказано, и руководители руководящих органов программы развития ООН, Детского фонда ООН, Фонда по народонаселению, Организации женщины ООН, Организации Фонда Всемирной продовольственной программы. И я думаю, что вот такое совпадение, оно не случайно. Они представляют организацию, состоящую из 193 стран, членов Организации Объединенных Наций, которые 70 с лишним лет назад была организована и которая делает все для того, чтобы страны процветали и жили в согласии, в дружбе и в мире. Мы же, в свою очередь, выполняем те политические решения, которые они принимают там, и служим тому, чтобы страны, где мы работаем, в данном случае в Кыргызстане, было сделано все, чтобы совместно мы могли реализовать те стратегии, которые здесь есть, разрабатываются, и, конечно, в первую очередь стратегию устойчивого развития страны. И я уверен, что Ош будет одним из первых и главных лидеров в реализации этой стратегии и достигнет своих целей, как их достигнет и сам Кыргызстан.